Последние 10 дней жители столицы испытывали крайние неудобства в связи с отсутствием в домах питьевой воды. Причиной этому стали непредвиденные поломки и даже природные катаклизмы. Так, в конце января из-за обильных дождей поднялся уровень воды в реке Киласур, в результате чего было сорвано 30 метров трубы напорного водовода, который проложен через реку диаметром 500 миллиметров. На трое суток жители района Турбазы, сел Дзыкта и Баслата, улиц Чанба, Комсомольская, Батумская, а также частично Кудорского шоссе остались без воды. Специалисты Сухумского водоканала приступили к устранению аварий, как только сошла вода. Это самый тяжелый участок, именно вот это Киласури, которая, через речку проходит. На других участках мы там подстраховали, имеется в виду, там чуть-чуть маршрут другой. Здесь мы планируем, мы 2 года назад на этом же участке мы ее закапывали, трубу в русло реки. Закапывали буквально до 2 метров. Но сегодня 2 года она, выдержала. В этом году будем планировать ее или вообще, обвести, или же строить какую-то дамбу или какие-то опоры, чтобы ее поднять. После того, когда мы провели эти восстановительные работы, мы ее усилили, обложили нижнюю часть трубы, обложили ее, рассчитывая на то, что будет наносить грунт и закроет нашу трубу. Также серьезная авария произошла на пересечении улиц Имама Шамиля и Бегуа из-за поломки водовода диаметром 500 миллиметров. Этот участок считается сложным, так как по нему проходят сразу несколько водоводов. И здесь проблема была устранена, и подача воды возобновлена спустя сутки после поломки. Там камера у нас, большая камера, там много, у нас помимо этого третий водовод, помимо 3-го водовода там еще спускается и 5-й водовод, и еще с резервуаров поступают, там узел такой, серьезный. И один из узлов, там произошла авария, слетела муфта электросварная. К сожалению, там, после того, когда мы провели эти работы, в другом месте, там рядом же, в этой же зоне, пропустила еще одна труба. А мы установили 2 электромуфты, вынуждены были 2 электромуфты устанавливать, потому что нам вставку делать одной не обойдешься. И, естественно, после того, когда это все произошло, ребята разошлись, мы, все там в 4 утра. Естественно, после того, когда уже получилось, что там рядом еще одна такая утечка нехорошая образовалась, мы решили подать, воду людям, несмотря на то, что там пропускала она, подать людям, чтобы они чуть-чуть поднакопили воду. 1 день переждали, и на 2-е сутки пришлось опять останавливать. Но у нас уже там более подготовленная была, имеется в виду, вообще там все раскрыто, все раскопано, подготовленный участок был, и мы, в принципе, завершили его где-то к 9 часам вечера. В 10, в 11 уже подали воду. Всего у Сухумского водоканала 34 тысячи абонентов. Из них порядка 10% оплачивают счета за воду. Стоит отметить, что водоканал производит ремонтные работы, закуп оборудования за счет сборов. И вот почему важно и нужно своевременно оплачивать счета за потребленную воду. Бюджетные, хозрасчетные организации, они на самом деле все оплачивают. Вообще даже. Но население у нас чуть-чуть хромает на самом деле. Да, мы тоже, может быть, постоянно 100% не подаем воду, да, там бывают у нас тоже, когда сбои происходят, но при этом фактически мы стараемся, чтобы круглые сутки у нас поступала вода в город. Но необходимо платить, потому что мы полностью все свое хозяйство содержим за счет сборов. Там же и зарплата, и материалы, и техника, это трубы, тот материал, чем мы работаем, мы все приобретаем за счет сборов. Если сборов не будет, мы, естественно, и тяжело будет ремонтироваться, и на работу никто не придет. На работу не придут, люди не идут на работу, потому что зарплаты низкие. Столичный водоканал систематически проводит плановые работы по поддержанию и обновлению водопроводного хозяйства. В ближайшее время, как погодные условия улучшатся, водоканал приступит к ремонтно-восстановительным работам на 2-й насосной станции в селе Нижняя Ишера. Алика Трапшраму Камки, Абхазское телевидение.